Вас приветствует информационная служба телеканала МКТВ и я, Анна Рухадзе. В эфире новости, время местное и главные темы сегодня. Улли, Леони и опять сильные морозы. Как коммунальные службы справляются с последствиями непогоды? Тепло, горячий чай и сладости. Белорусский Красный Крест приходит на помощь тем, кто замерз. Звездный легион высадился в Молодечно. Студенты и преподаватели педагогического университета проводят мастер-классы и концерты в учреждениях образования нашего города. Улли, Леони и опять сильные морозы. В отличие от предыдущих сезонов, нынешняя зима каждую неделю приносит погодные сюрпризы. О работе коммунальных служб в самое холодное время года в нашем следующем сюжете. І навагоднія святы і каляды сёлета мы сустракалі са снегам і марозамі. А ў першай дэкадзе студзеня Беларусь накрыў паўднёвы цыклон Улли. Затым прыйшоў Леони. Прадстаўнікі старэйшага пакалення памятаюць, што такія зімы са снегападамі, паніжанымі тэмпературамі і адлігамі раней былі нормай. Іншая справа, што апошнія дзесяцігоддзі мы прывыклі да другога клімату, больш цёплага і мяккага ў зімовыя месяцы. Тым не менш, еўразімы пакуль не назіраецца, а работнікі камунальніка пачалі працаваць у ночные змены яшчэ со снежня месяца. Наши коммунальные службы полностью готовы к любым погодным капризам. Мы делаем все возможное, чтобы транспорт и пешеходы могли безопасно, без препятствий передвигаться по городу и району. С 1 декабря предприятие работает по зимнему содержанию в круглосуточном режиме. Для этого на зимнюю уборку задействовано 26 единиц техники. Это снегоуборочные машины, пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы и трактора. Кроме того, для вывоза снега привлекаются сторонние организации. ПАСО МЧС, ПМК-212, спецстроймеханизация, автобусный парк и другие. На сегодняшний день у нас сформировано 4 бригады из техники УП «Коммунальник» и сторонних организаций. И уже вывезено более чем 5600 метров кубических снега. Гэтай зімой сіноптыкі вельмі часта аб'яўляюць аранжавы ўзровень бяспекі, а яна сапраўды існуе. Са стрэхаў будынкаў звісаюць следзяшы. Выратавальнікі ў сваю чаргу нагадваюць дарослым і дзецям, што хадзіць паблізу сцен пабудоў небяспечна. Зверху могуць упасці пласты спрасаванага снегу і лёд. Траўмаў у такім выпадку не пазбегнуць. У дварах дамоў прысыпаныя снегам машыны. Усё ускладняецца так званымі тэмпературнымі арэлямі, калі мінус змяняецца на плюс і наадварот. На тратуарах і праезнай частцы ўтвараецца галалёд. Медыкі раяць у такое надвор'е быць усім асабліва асцярожнымі, каб пазбегнуць дарожных траўмаў з вывіхамі і пераломамі. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі нагадаюць вадзіцелям знізіць хуткасць і захоўваць дыстанцыю. І, зразумела, нагрузка на камунальныя службы ў такой сітуацыі не змяншаецца. Работы ведутся в усиленном режиме. Нашими сотрудниками постоянно проводится мониторинг состояния улично-дорожной сети, чтобы все было сделано максимально качественно и оперативно. Наши дворники и уборщики территорий работают с 6 часов утра по расчистке дворовых территорий, пешеходных переходов на улично-дорожной сети. Ну, конечно, очень радует, что наши жители нашего города в этом году помогают в расчистке дворов и своих, территорий вокруг своих транспортных средств. С пачаткам апошняга месяца зімы надвор'е па прагнозах сіноптыкаў не ўсталюецца з тэмпературай каля нуля. Чакаюцца марозы досыць моцныя, не выключаны потым і такія ж змешаныя ападкі, як у гэтыя дні. Але кожныя суткі светлавы дзень павялічваецца на 3 хвіліны, а тыя ж прадстаўнікі старэйшага пакалення з аптымізмам узгадваюць векавую прыкмету пра тое, што калі ранні Вялікдзень, то і вясна ранняй будзе. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Тепло, горячий чай и сладости. Белорусский Красный Крест приходит на помощь тем, кто замерз. В эти дни столбики термометров вновь опустятся ниже минус 20 градусов. И тех, кому нужно согреться, волонтеры Молодеченской районной организации Красного Креста встретят в нашем городе по адресу улица Притыцкого, 7А. Пункты обогрева развернуты в офисах районной организации Красного Креста по всей республике. Переждать непогоду, согреться и получить поддержку – все это доступно посетителям. Помимо теплого помещения, горячего чая или кофе, печенья и конфет, волонтеры Красного Креста также могут предложить зимнюю одежду. Адрес в Молодечно, где можно согреться в мороз – улица Притыцкого, 7А, за зданием книжного магазина. Здесь же находится склад гуманитарной помощи. Сейчас в холодное время года к нам могут обратиться жители нашего города и района, которые нуждаются в том, чтобы где-то
обогреться, согреться. Вот, и поэтому мы в своем офисе предлагаем, во-первых, чай горячий и печенье, конфеты. А во-вторых, мы можем даже предложить теплую одежду, если кто нуждается. У нас на складе имеется одежда. И вот, кстати, на той неделе к нам обратился мужчина из поселка Березинское, также обратился мужчина из Красного, да. Вот, и мы предложили тоже им, попоили чайком и предложили им одежду и обувь. В Молодечинском районе в эти дни проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Основная задача – снижение рисков возникновения пожаров в домах и квартирах и гибели людей. Акция продлится по 1 февраля. Работники Молодечинского ГРУ-ЧС оценивают противопожарное состояние жилья и напоминают о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Важно не оставлять малолетних детей без присмотра, помнить о том, что курить в постели может быть смертельно опасно, а в жилых комнатах следует установить автономные пожарные извещатели. В этот период усилия как работников МЧС, так и других представителей субъектов профилактики направлены на осуществление пожарно-профилактической работы в жилищном фонде, оказание помощи гражданам, выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, возникновению пожаров и гибели людей от них, а также распространение наглядной изобразительной продукции, доведение до населения требований пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. Особое внимание при проведении данных мероприятий будет уделено категорированным гражданам, это одиноким пожилым гражданам, инвалидам нерабочих групп, многодетным семьям, гражданам, ведущим асоциальный образ жизни и злоупотребляющим спиртными напитками на территории города Молодечна и Полочанского сельского совета. Февраль и его новшества. С 1 числа последнего месяца зимы увеличатся все виды трудовых пенсий в среднем на 10%. Также с этой даты предусмотрена и величина бюджета прожиточного минимума, от которого зависят определенные социальные выплаты. В феврале мы оплатим коммунальные услуги уже по новым тарифам за январь. Некоторые операции в системе ЕРИП станут бесплатными для клиентов. Также увеличатся суммы адресной государственной социальной помощи населению и размер субсидий на открытие собственных дел безработным. Порадуются возможности отдохнуть целую неделю ученики 1-2 классов. Для них предусмотрены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля. Звездный легион высадился в Молодечно. Студенты и преподаватели Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в последнюю неделю января отправились в поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В нашем районе они проводят много интересных мероприятий в учреждениях образования. А в начале будущие педагоги приняли участие в митинге, который состоялся у мемориального комплекса в честь освободителей Молодечна в городском парке Победы. Тему продолжит наш корреспондент. Яны прывезлі з сабою маладзечна, крэатыў, талент, якасны контент і павагу да старэйшых пакаленняў. Студэнты факультэта дашкольнай адукацыі сталічнага педуніверсітэта імя Танка у 4 дні свайго знаходжання ў горадзе умясцілі мноства цікавых спраў. Атрад «Зорны легіён» сваю назву апраўдаў спаўна. Усе аўдыторыі і дашкольныя, і вучнёўскія яны зачароўвалі сваімі выступленнямі і ўмелі быць на адной хвалі з патэнцыяльнымі абітурыентамі. Яно і не дзіўна. У поездку адбіраюцца толькі тыя студэнты, якія паспяхова вучацца і актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці установы. Для малышоў будучыя педагогі падрыхтавалі батлечны спектакль, для школьнікаў відэавізітку пра педуніверсітэт, канцэрты, сустрэчы. Что новое в этом году? У нас также запланирована большая профориентационная встреча как и с учащимися, и представителями школ, учащимися педагогических классов, классов педагогической направленности, а также с родителями, где действительно родители смогут увидеть, услышать и потом помочь своим детям определиться с будущей профессией, определиться с тем, куда поступить. Да, какую профессию выбрать. На этой встрече будет декан факультета дошкольного образования, который расскажет, покажет и ответит на все вопросы, если они будут. Мы рассказываем учащимся о нашем университете, чем мы дышим, чем мы занимаемся. Также привлекаем студентов, будущих студентов, чтобы они к нам поступали, не боялись. И даем какой-то посыл к будущему, потому что педагог – это действительно начало чего-то нового и начало хорошего будущего пути.
Будучыя спецыялісты дашкольнай адукацыі так захоплена расказвалі пра вучобу на сваім факультэце, пра магчымасць кожнаму праявіць свае таленты па-за сценамі аўдыторый, што вучні з педагагічных класаў школ раёна не хацелі адпускаць сваіх гасцей пасля таго, як брэйн-рынг у 10-й гімназіі закончыўся. Студэнты правялі яшчэ і шмат майстар-класаў, якія з задавальненнем наведалі і педагогі установы. Я уже 2 года учусь в педагогическом классе и думаю, что вот я хочу стать преподавателем, особенно начальных классов. Мне очень нравится работать с младшими детьми, помогать им, как-нибудь настраивать их на дальнейшее. После приезда в БКПУ я уже точно в этом убедилась. Мне понравился концерт, они мне показали, какая будет дальнейшая жизнь, какая учеба, и я уже точно знаю, что буду поступать на педагога. Зорны паход вось ужо дзесяткі год застаецца візітнай картачкай сталічнага педуніверсітэта. Яго ўдзельнікі прывозяць з вандровак станоўчыя эмоцыі, знаходзяць новых сяброў, абменьваюцца вопытам са старэйшымі калегамі, ушаноўваюць памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай. І таму несумненна зорныя паходы былі і застаюцца ў кожнага пакалення студэнтаў яркім калейдаскопам успамінаў падчас вучобы ў Мінску. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Хоккеисты «Динамо» молодечно в домашнем матче вновь уступили смоленскому «Славутичу». Счет в игре уже на 2-й минуте открыли гости. Нашей команде цифры на табло удалось сравнять в самом начале 2-го периода. Еще через несколько минут динамовцы забили еще одну шайбу и вырвались вперед. Однако хоккеисты «Славутича» до перерыва счет сравняли. В 3-м периоде ни одной из команд забить не удалось. Игра продолжилась в овертайме. А вот в серии послематчевых бросков удача оказалась на стороне гостей. Ближайшие игры «Динамо» молодечно состоятся 9 и 11 февраля. Наша команда на выезде сыграет с Аршанским «Локомотивом». Подробный прогноз погоды на ближайшие дни сразу после короткой рекламы. Вы также можете следить за событиями на нашем сайте tvs.by, YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграм, а также в Телеграм-канале МКТВ. Оставайтесь с нами и всего вам доброго.